В столице Дальнего Востока наступила весна, и вместе с ней стартовал туристический сезон. Токаревский маяк, символ Владивостока, стал магнитом не только для горожан, но и для гостей города. Токаревский маяк, по-другому маяк Гершеля, это самый старинный маяк Владивостока, а также важный объект морской навигации Дальнего Востока. Основное строение представляет собой белую башню высотой 11,5 метров, а также красная металлическая крыша. Популярность у туристов маяк приобрел благодаря своей фотогеничности и тому факту, что именно здесь заканчивается материк и начинается Японское море. Во время прилива до маяка можно дойти беспрепятственно по отмели. Это место привлекает как местных жителей, так и туристов, желающих насладиться великолепными закатами и увидеть разнообразие местной фауны. С самого первого курса я мечтала посетить это место, и впечатления остались только позитивные, хорошие. Здесь можно подышать свежим воздухом, сделать интересные фотографии, которые останутся в памяти моей уже навсегда. И отсюда, с самого края земли, виден русский мост, бескрайняя вода и весь город. И я однозначно буду советовать всем знакомым, которые сюда приезжают. Маяк был построен в 1876 году на проливе Босфор-Восточный. Этот маяк по-прежнему выполняет свою функцию. Дальность действия достигает до 12 миль. Здесь можно спокойно сесть и наблюдать за проплывающими мимо морскими судами и слушать шум моря. Сегодня мы посетили Токаревский маяк, и я сюда приезжаю уже в который раз, чтобы отдохнуть от городской суеты. Токаревский маяк является обязательным местом для посещения, поэтому каждый раз, когда мои знакомые приезжают в Владивосток, я показываю им это место. Эта достопримечательность является хорошим местом для того, чтобы насладиться погодой и свежим воздухом. Это место погружает гостей в уникальную атмосферу красоты и загадочности, которая привлекает и вдохновляет каждого. Тем временем Якутия традиционно выбирает город Владивосток для покупки автомобилей и автозапчастей. Как же обстоят дела на главном авторынке страны и как оттуда можно заказать автомобиль, узнаем прямо сейчас. Согласно статистике, Республика Саха-Якутия занимает лидирующие позиции по числу покупателей автомобильной продукции на Дальнем Востоке. Местные автодилеры ежедневно получают множество заказов. Одна из компаний из Якутии, работающая на рынке уже 3 года, везла в Россию около 2000 автомобилей. При этом объем выдачи авто достигает до 40 машин в неделю. Важно отметить, что на данный момент ввоз автомобилей с объемом двигателя свыше 2 литров возможен, однако сроки доставки могут увеличиться. Автомобили с объемом мотора до 1,9 литров, не гибридные, это считаются обычными автомобилями, разрешенными к ввозу. Такие автомобили без проблем завозятся, сроки примерно 1 месяц. А также есть санкционные автомобили, у которых объем двигателя свыше 1,9 литров, они являются санкционными и не разрешаются напрямую ввозить в Россию, то есть прямой экспорт запрещен, поэтому такие автомобили заводятся через третьи страны. Поэтому сроки логистики немножко дольше, и автомобили они идут легальными способами обхода этих санкций. Процесс покупки автомобиля, как подчеркивают эксперты, не является сложным. На первом этапе покупатель получает подробную консультацию по выбору автомобиля совместно с автодилером, после чего выбирается модель, марка и стоимость. Затем стороны подписывают договор и выставляется счет с учетом всех японских расходов и доставки до города Владивосток. Проводится подробная консультация, где вы по итогу определяете свой бюджет и марку, модель автомобиля. Заключаете договор, начинается работа менеджера, выигрываем автомобили с аукционов в Японии. После выигрыша выставляется счет, куда входят все японские расходы с доставкой до Владивостока. После оплаты машину отправляют в порт Японии, откуда в дальнейшем отгружаются все автомобили до Владивостока. Когда будет уже машина в России, начинается процесс растаможки, где вы оплачиваете таможенную пошлину и утилизационный сбор. После окончания всех этапов и по готовности необходимых документов машина будет полностью готова к выдаче. Передаем мы лично в руки нашим клиентам, предварительно ее помыв и подготовить.
Тем не менее, на рынке действуют недобросовестные продавцы. При покупке авто важно сосредоточиться на конечной стоимости возимого автомобиля, а не на низкой стоимости комиссии компании. Добросовестного продавца можно распознать по качеству работы с договором, прозрачности счетов и поэтапной оплате. Также важно обращать внимание на сроки доставки, которую заявляют продавцы. На каждую машину создается отдельный аукционный лист, который заполняет инспектор. Тут уже работает человеческий фактор, то, что он может пропустить какую-нибудь незаметную мелкую царапину, либо какую-то точечную вмятину. Далее, как себя можно обезопасить на аукционах? То есть можно взять условно какую-нибудь компанию, взять один лот, условно Алион, там 111 лот, и сравнить у каждой компании. То есть там уже выйдет итоговая стоимость машины. То есть не стоит акцентировать на именно комиссии компаний, а прямо только на итоговой стоимости машины. Многие компании обещают доставить в срок 2 недели машину до Владивостока, до полной готовности, но это неправда. То есть машина в любом случае ориентировочная, прибудет за 1,5 месяца и плюс-минус неделя. Точных сроков никто никогда не может сказать, потому что в любом случае будут факторы такие, как судно задержится, на техосмотр уйдет, либо документы на какую-то машину не готовы. Автомобильная мекка Дальнего Востока ежедневно пополняется новыми экземплярами из Японии и многих других стран. В дальнейшем авто отсюда направляются во все регионы нашей страны. Во Владивостоке вот уже 11 лет работает медицинский комплекс при Дальневосточном федеральном университете. 85% от всей деятельности комплекса занимает хирургическая активность. Начиная с 2013 года специалисты клиники провели более 96 тысяч хирургических вмешательств. Какую же роль играет медицинский центр в общем здравоохранении региона? В медицинском центре Дальневосточного федерального университета открылось новое отделение спортивной травматологии и реабилитации, которое функционирует уже около года. Оно создано для оперативного оказания помощи и обеспечения качественного лечения спортсменам с травмами. После операции пациенты направляются в крупнейший в Приморском крае реабилитационный центр, предлагающий широкий спектр услуг. Пациент непосредственно обращается к нам в поликлинику, то есть его осматривает наш специалист, после чего решает вопрос, что сделать с ним дальше. То есть либо это консервативное лечение, либо оперативное лечение. Если необходимо оперативное лечение, они направляют к нам, мы оцениваем. Если есть такая необходимость, тут же госпитализируем, обследуем в условиях нашего отделения, подготавливаем и, в принципе, на следующий день мы можем уже делать оперативное вмешательство, которое необходимо делать в течение первых 2-3 дней. Все в одном месте, то есть обращение, лечение, наблюдение, если необходимо оформление документов, введение больничного листа, реабилитация и пациента, то есть уже полноценно возвращаем к спорту. Еще и у нас в центре мы единственный в Приморском крае, кто начал делать одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава. Прямо сейчас мы находимся в операционном блоке, где включены 9 современных операционных. Ежегодно здесь проводится около 14 тысяч операций по всем возможным направлениям. Прямо сейчас за этой дверью проводится операция на роботе да Винчи. Врачи комплекса применяют новейшие методы лечения, включая роботизированные операции на системе да Винчи. Каждый день здесь выполняется около 40 операций. Робот используется в таких областях, как урология, гинекология, кардиохирургия и онкология. Хирурги работают с пульта, который позволяет видеть операционное поле в 3D с увеличением, используя джойстики для управления инструментами. В нашем центре используется роботическая система да Винчи, которая позволяет оперировать пациентов более прецизионно. То есть операции удобнее всего выполнять на комплексе да Винчи операции в замкнутых пространствах, если их так можно назвать. Это органы малого таза, это предстательная железа. Гинекологи оперируют при заболеваниях матки. Можно еще также используем мы данную систему при операциях при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. Да Винчи позволяет из малых пространств менее травматично, более прецизионно выполнять операции.
ввиду того, что инструменты вращаются вокруг своей оси на 360 градусов. Благодаря этому операция проходит в более комфортных условиях для хирурга. Медицинский комплекс имеет большое значение для жителей региона. Внедрение современных технологий в процесс лечения пациентов подтверждает высокое качество предоставляемых услуг. Стоит отметить также, что во Владивостоке активно развивается образовательный туризм, привлекая жителей во всей России, стремящихся к профориентации. Школьники приезжают заранее, чтобы ознакомиться с вузами и образовательными программами. Куда мне поступить и кем мне потом работать? Такими вопросами задаются каждый день выпускники школ. Для этого существуют профориентационные туры. Это вид образовательного туризма. Он направлен на то, чтобы помочь школьникам выбрать учебное заведение и познакомиться ближе с выбранным городом. Основная цель этих туров – помочь детям определиться с выбором профессии и развить их интересы. На этот раз в состав группы школьников из медиацентра вошло 6 человек, которые проявили особый интерес к направлениям медиакоммуникаций и графического дизайна. В рамках программы «Профтура» ребятам провели обзорные экскурсии по вузу, встретились с землячеством и другими медиацентрами школ города. Помимо профориентационной направленности мы запланировали, конечно, досуговую, это познакомиться с городом, познакомиться с достопримечательностями города. У нас в планах стоит посещение музеев. Также основной ключевой нашей задачей, нашей поездки – это встреча, значит, с активистами школьных медиацентров, владивостокских школ. Нас будут ожидать в пятницу, 27 апреля, школьники из 4 школ, это активисты медиацентров, с которыми мы проведем встречу по обмену опыта наших медиацентров, работы наших медиацентров. Они расскажут нам о своей работе, а мы презентуем свою работу им. И, возможно, мы очень надеемся, что в результате этой встречи мы можем, возможно, из этого родится какой-то интересный совместный проект с владивостокскими школьниками. У детей в таких поездках есть уникальная возможность познакомиться с новыми местами, увидеть другие города и поближе узнать о разных культурах. Многие школьники отмечают, что такие поездки очень полезны, и они всегда рады новым открытиям. Нам провели экскурсию по самому ДФУ и по их кампусу. Мне очень понравилось. Наши экскурсоведы были очень так интересно рассказали нам о самом, как у них проходит обучение, как поступить сюда, сколько нужно баллов. Мы планируем встретиться с другой школой и передать свой опыт, а также узнать, чем они занимаются. В этом городе образовательный туризм становится важным инструментом, способствующим не только профориентации, но и культурному обмену. Лиана Михайлова, Владивосток.